Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами гадаем на таро марсельских кошек на замечательную тему. Кто вы? Кто вас любит? Кто вас губит? Кто вас учит? Кто вас мучит? Кто вас ждет? И кто не уйдет? И также мы посмотрим, что вас губит, что вас учит, что вас мучит, что вас ждет и что не уйдет. Вот очень большой будет расклад, поэтому он будет на 3 позиции. И колода довольно красивая, хорошая. Я думаю, что вам понравится это гадание. Очень хороший расклад. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И пока я выкладываю карты, а первая карта — это «Кто вы?», я вас также приглашаю на канал «Школа Таро Альвиен». Это мой основной канал. Ну, как основной, просто большой канал. Там есть множество видео, он работает много лет. И также канал «Гадания, заговоры, ритуалы» Карина. Итак, обозначим наши позиции сегодня. Пусть это будут камушки. Первая позиция — это черепашка у нас вот такая вот замечательная из тигрового глаза. Вторая позиция — флюоритовая пирамидка, очень интересная. И третья позиция — это вот такое сердечко из лабрадорита. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы отодвигаем с вами последние 2 позиции, да, последние 2 позиции. И я начинаю с самой первой позиции, с нашей черепахи. Так, смотрим сначала, кто вы, как вас видят высшие силы, в каком аркане вы находитесь на сегодняшний день. Вы у нас 7 жезлов. Ну, 7 жезлов — это очень сильный человек, который сражается со всеми трудными в жизни обстоятельствами, который является лидером явно и умеет отстаивать свою позицию. Высшие силы видят вас энергичным человеком, конкурентоспособным и который в жизни уже чего-то достиг, чего-то добился. Ну, мы здесь видим все-таки пару на карте, да, не просто так здесь она обозначена, пара кошечек вот этих. Это значит, что все равно в жизни у вас кто-то есть, кого вы, возможно, любите, или кто любит вас. Может быть, у вас есть кто-то надежный, там партнер, партнерша, люди, которые поддерживают, которые рядом. Но в любом случае вы не один в поле воин, да. Все равно кто-то присутствует в вашей жизни, кто поддерживает вас. Так, смотрим дальше. Наш расклад. Кто вас любит? Кто вас любит? Давайте посмотрим. Десятка пентаклей. Десятка пентаклей — это очень стабильный человек. Вас любит кто-то зажиточный или человек, у которого есть постоянное место жительства, постоянный доход, он стабильный человек, он во всем, может там, не знаю, соблюдать каждый день распорядок один и тот же дня, да, во всем он старается быть практичным, умеет, скорее всего, хотя бы как-то зарабатывать стабильно, у него есть профессия у этого человека. И это спокойный человек, уравновешенный, умеющий людям помогать, да, и уважающий как стариков, так и детей, скорее всего, уважающий людей, да, свою семью. Причем такой человек чаще всего ценит свою семью, уважает, да, всех членов семьи обязательно. Ну, здесь мы видим кошечку, которая, прям на богатство девица, да. И это значит, что, такой человек, он может любить деньги и хотеть быть богатым, даже если еще сам не богат, но хотеть быть богатым. Посмотрите на символы нашей карты. Дом, собака, кошка, мышь. Видите? Щит, солнце, клубок, колыбель, якорь и рыба. То есть не просто так эти символы здесь есть. Человек семейный
и хочет жить в семье, хочет, чтобы у него был дом полная чаша, верные друзья рядом, и с любыми врагами этот человек справится, да. Ему в жизни часто везет, может быть, он куда-то может ездить, да, кататься, но все-таки у него есть и оседлая жизнь, может быть, есть у человека дети, и по рыбе, конечно же, ну, должно быть какое-то финансовое состояние. То есть вот не просто так на карте есть все это, да. Мы все всегда обращаем внимание на карты. Поэтому, да, здесь вот такой вот очень интересный человек вас любит. Надеюсь, что вы с этим человеком связаны брачными узами, потому что человек очень ценит вообще институт семьи и коллективы, да. Следующая карта. Кто вас губит? Кто вас губит? Кто вас любит, мы поняли. Кто вас губит? Мы здесь видим карту Паж жезлов. Паж жезлов — это кто-то молодой, яркий, симпатичный. Вы знаете, это может быть действительно роковой человек. Почему? Потому что он легкий, он улыбчивый, он может говорить комплименты, он смешливый. И, соответственно, если вы ведетесь на какие-то такие уловки, да, то человек может вас губить этим, потому что вы впадаете в некую, ну, может быть, зависимость эмоциональную от какой-то похвалы и от позитивных эмоций этого человека. Это очень харизматичный человек, Паж жезлов. Прям личность такая харизматичная. И, соответственно, когда вы общаетесь, вам с этим человеком приятно общаться, легко. И самое главное, что у него есть вот какая черта, это вы можете получить какой бы то ни было комплимент. Комплимент, улыбку, взгляд, похвалу, да. И вот это вас может, конечно, купить, потому что, ну, редко мы от людей получаем столько внимания, сколько от Пажа жезлов. Редко мы можем столкнуться с кем-то, кто подчеркнет наши достоинства и не заметит недостатки. И начинаем впадать в зависимость от того, с кем приятно болтать, с кем приятно общаться, да. Соответственно, когда мы зависимы от человека, это нас и может погубить. Но более того, Паж жезлов — это иногда очень такой человек, ну, безответственный в чем-то, потому что он еще наивный. То есть наивность человека, это может быть молодость человека, да. Я вообще считаю, что человек может быть младше вас. Ну вот если честно. Потому что если вы уже такого более возраста, да, то человек, скорее всего, вас может даже сильно быть младше. И влиять плохо. Еще, знаете, вот бывают люди, там, например, уже молодость, да, и вот там впадают в какие-то зависимости, там, или кутит часто, может быть там, не знаю, с наркотической, с алкогольной зависимостью, но молодой. Вот тоже вот такое бывает. И еще по этой карте человек может находиться на расстоянии от вас. Ну вот даже не факт, что это так, да. Кто-то, наоборот, вспомнит кого-то, вот кто рядом, а кто-то вспомнит человека на расстоянии. Вот когда будем анализировать, да, свою ситуацию от этого расклада. Что вас губит? Давайте посмотрим. Кто губит, мы поняли. Что губит? Четверка пентаклей. Любая жадность. Вы знаете, четверка пентаклей, она всегда показывает, вот видите, 4 замка, да? То есть если мы здесь видели символы разные на карте, здесь 4 замка. Почему? Потому что слишком сильная стабильность, зажиточность, желание скопить деньги, желание их сэкономить, не растратить. А когда вы будете жить в свое удовольствие? Вот в чем вопрос. Если вы ничего не будете себе позволять, если вы будете постоянно зажимать, как говорится, эти деньги, никому не давать, себе не давать, энергию вот эту пережимать, во-первых, пережмется сам весь энергоканал денежный, да, а во-вторых, ну, вы ничего себе не позволите, мы даже не знаем, сколько мы проживем, даже доживем ли мы до завтра. Какой смысл сильно вот так вот экономить, да? Постарайтесь копить не в ущерб себе. Я это так всегда называю, что да, можно копить, надо копить, если ты хочешь там квартиру, машину, дом, но не в ущерб себе, ну что совсем ничего не будет у тебя. Там ни каких-то вещей, ни удовольствий в жизни. Что ты шоколадку теперь не съешь, допустим, если ты собираешь себе деньги на квартиру.
Ну, давай теперь 10-20 лет ничего не ешь, не пей, не одевай, да? Не смотри телевизор, у тебя не будет его и так далее. То есть во всем нужна норма. И что вас губит? Жадность, соответственно. Желание сэкономить деньги, энергию, не рассказывать кому-то чего-то о себе в целях безопасности, да. То есть не дружить, не раскрываться перед людьми. Это тоже все входит в четверку пентаклей. Слишком сильная зажатость энергии. Кто вас учит? Следующая карта. Кто вас учит? Паж кубков. Кто-то молодой, опять же, и очень красивый. Паж кубков – это любезный человек. Часто это девушка бывает, это не обязательно мужчина. Не обязательно молодой человек, да, это скорее красивая молодая девушка, у которой есть романтичность такая натуры, да. Иногда это молодой человек, который выпивает. Иногда это молодая девушка, которая является слишком чувствительной, слишком нежной, слишком, может быть, в чем-то наивной. Почему учит? Почему такая девушка молодая, красивая может учить? Ну, во-первых, учит самой по себе молодости. То есть чему можно поучиться, да, у человека молодого? Наивности, легкости, улыбчивости, молодости, умению говорить людям хорошее о них. Красоте можно поучиться. То есть когда ты можешь у кого-то поучиться там красиво одеваться, да, выглядеть приятно, говорить приятные вещи мелодичным голосом. Иногда молодой человек, даже выпивающий, может научить вас тому, как дружить, как общаться в баре, как общаться вообще с людьми, чтобы они были твоей компанией. Может быть, каким-то разговором, манерам общения, ужимкам. Вы знаете, много чему можно поучиться у молодых людей. Даже если они там имеют какие-то зависимости, да, выпивохи там и так далее. То есть все люди нас чему-то учат на самом деле, но вас на сегодняшний день учит кто-то молодой. Молодой и очень приятный. Там с приятным голосом, с приятной внешностью, да. Я не говорю, что обязательно выпивает. Нет. Это иногда просто карта указывает на таких людей. Потому что кубок в руках. То есть это может быть просто человек, несущий любовь, да. Любовь этому миру. Несущий приятность этому миру. То есть когда ты можешь выражать свои чувства. Вы видите рядом с собой человека, который умеет выражать чувства. Учитесь у него. Это важно. Карта, в принципе, это позитивного человека больше выражает, чем негативно. Вот, кстати, паж жезлов тоже больше, если честно, позитивного человека показывает, но он не виноват, что он такой есть. То есть вы смотрите на него, да, и у вас, может быть, слюнки текут, вот это вас и губит. А на самом деле сам по себе человек неплохой. Тут человек учит, он тоже неплохой, да, но он вас учит чему-то полезному, позитивному. Смотрим дальше. Что вас учит? То есть кто вас учит, мы поняли. Что вас учит? Девятка кубков. Что вас учит, так это роскошь. Вот смотрите, что вас губит, это жадность. Что вас учит, это роскошь. Чему она учит, да? Тому, что денежный канал работает только тогда, когда ты себе все позволяешь. На самом деле это энергия изобилия, исполнения желаний. Наш кот здесь выступает как некий джин из бутылки, да, вылезший и исполняющий ваши желания. Загадайте желание, и девятка кубков вам все исполнит. Энергия изобилия, радости и счастья. Энергия удовольствия и зоны комфорта. Жить в свое удовольствие. Вот что вас учит. Учит радости и счастью. Да? Когда ты позволяешь себе быть счастливым, когда ты позволяешь себе быть роскошным, к тебе прилипают деньги, люди, связи и хорошая работа. Если ты начинаешь экономить, быть закрытым, жадничать, у тебя ничего не будет. Вот почему вас и учит паж кубков, потому что человек умеет общаться, а вам и надо общаться и жить в энергиях изобилия, да? То есть понимать, что вы можете жить в свое удовольствие, радуясь жизни. Смотрим дальше. Кто вас мучит? То есть кто губит, кто учит, мы поняли. Кто мучит? Карта «Страшный суд». Вас мучит человек, у которого с вами кармический долг, кармическая связь. Он и должен вас, по сути, мучить. Да? Почему? Потому что в прошлой жизни вы мучили этого человека. Мучают чем обычно? Ну вот, например, у меня был случай у самой в жизни.
когда меня мучила история с тем, что, вот, допустим, человек очень долго болеет, лежит, умирает, и невыносимо было это осознавать. Сейчас, конечно, тоже невыносимо осознавать, что человек умер, да? Ну ладно, кто-то родной, бывает близкий, допустим, долго болеет, лежит, это вас будет мучить в любом случае. Ну что еще? Ну это кармическая связь, понимаете? Во-первых, по роду, допустим, если это родственник. Во-вторых, по карме рода, по карме жизни, да, когда вы в прошлых жизнях встречались. То есть не обязательно по карме рода, иногда просто по карме прошлых жизней. И вам, мол, надо познать этот опыт, вот тяжелый, что вы не можете там человеку помочь, ничего сделать с этим не можете. Можете там чуть-чуть что-то там, да, ну, оплатить или поговорить, но это максимум. И получается так, что вот карма, да, вот тяжелая карма человека мучает вас. Кто-то болеть может из ваших родственников, знакомых. Это вас мучает, но вы ничего не можете сделать. Вот осмотритесь вокруг, скорее всего, такой человек есть. Иногда это просто человек, которого вы бросить не можете, а ему сложно в жизни. Иногда это человек, которого вы, наоборот, бросили, но из-за этого не можете изводить из себя, да. Вот вспоминайте, и вы сразу поймете, кто вас мучает. Что вас мучает? Сейчас посмотрим. Правосудие. Видите, опять карта кармы выпала. То есть тяжелая карма связи с людьми вас мучает, да? То есть человек, который с вами тяжелой кармой связан. И правосудие – это ваша тяжелая карма жизни. То есть вы что-то делали, и это имеет последствия. Вы могли это сделать нехорошее в этой жизни, и сейчас пожинаете плоды, либо в прошлых жизнях, и сейчас имеете последствия. А вот не бывает такого, чтобы человек мучился просто так. Ну, то есть заранее, допустим. Вам это надо понять, что бы вы ни сделали, это будет иметь последствия. И помните вы об этом действии или нет, это не важно. Многие говорят, ой, за что я мучаюсь, я за кого-то мучаюсь. Нет, такого тоже не бывает. Никто не мучается ни за родственников, ни за свой род. Потому что душа, когда она приходит сюда, на землю, она выбирает перед этим семью, родителей, обстоятельства. И время, в которых она родится. Даже время. Поэтому, вы знаете, ну не бывает такого, чтобы вы мучились за кого-то, за что-то, просто так. Вы просто когда-то в прошлых жизнях уже совершили нехорошее, поэтому вы мучаетесь сейчас. И невозможно познать хорошее, когда ты не знаешь плохого, да? И когда-то вы родились идеальным, чистым, в первой своей жизни, допустим, да, она все равно, наверное, когда-то была. И в этой в первой жизни вы не знали, что такое жестокость, что кому-то бывает больно. И раз вы не знали, что кому-то бывает больно, вы могли нанести любой урон, не подозревая, что человеку больно или живому существу, правильно? Многие до сих пор едят мясо. Я вас не осуждаю, но у любого действия есть последствия. Если кого-то убили и сожрали, ну, как бы сами понимаете, да? И вот вам это надо осознать, что вы даже этого не думаете, что я кого-то убил и съел. Блин, это ходило, это дышало, этому было больно. Ты хочешь потом жить и не иметь никаких последствий от этого. От того, что ты кого-то грохнул и сожрал, да? И когда ты это начинаешь уже потом осознавать и становишься вегетарианцем, ты ставишь в этом точку, в этом круговороте. А сколько жизней до этого ты ел мясо? Ну, допустим, я не говорю про то, что ты когда-то был в какой-то жизни убийцей, когда-то в какой-то жизни ты был вором, когда-то был чиновником, который карает вообще миллионы. Понимаете? Но никто не задумывается об этом, пока не начинается расплата. И вот, по сути, правосудие говорит всегда о том, что есть твое действие и есть последствия. Все. И это вас мучает. Ваша просто карма. Больше вас ничего не мучает в этой жизни, только ваша карма. Смотрим дальше. Кто вас ждет? Вышла карта пятерка кубков. Вас ждет кто-то, кто тоскует по вам, но вы разочаровались в этом человеке. Вы знаете, есть такой момент иногда, что мы общаемся, мы встречаемся, мы дружим, любим, работаем вместе. А потом что-то случается, и 3 кубка падают, да, и проливаются. Почему?
Потому что не бывает идеальных любых отношений. Ни родственных, ни дружеских, ни рабочих, ни любовных. Правильно? Правильно. И когда мы общаемся с человеком, мы рано или поздно начинаем что делать? Разочаровываться. Вот тут было сильное разочарование с человеком, который здесь выпал, да? Вы в нем разочаровались, но он тоскует по вам, этот человек. И он вас ждет. Он ждет, когда вы помиритесь, и когда это разочарование в вас закончится. Понимаете? Он этого ждет, он этого хочет, всей душой. Раскаиваться в том, что между вами произошло. Дождется он или нет, это другой вопрос. Но, по крайней мере, из расклада вы это знаете. Что вас ждет? Ну, то есть ваше будущее. Что вас ждет в ближайшем будущем, да? Смотрим. Что вас ждет? Что я перевернула карты, что ли? Паж мечей. Вас ждет какое-то обучение и знакомство с интересным человеком. У вас очень много выпало пажей. Это значит, вокруг много молодости. И сами вы человек, скорее всего, в душе молодой, даже если возраст уже берет свое, допустим, да? Извиняюсь. Вот. И, может быть, среднего возраста. Неважно. Важно, что в душе у вас есть еще порох в пороховницах, молодость в душе, да, вот такая яркость. И, скорее всего, вы любите общаться с людьми, которые моложе, или просто с молодыми людьми. Может, вы молодой человек, да, молодая девушка. И вот карта показывает знакомство с кем-то, кто чему-то обучается, и вы вместе чему-то учитесь. Вот разговоры интеллектуальные будут. Вы знаете, такое очень часто бывает, что ты находишь собеседника. Это может быть как любимый человек, так и просто коллега по работе, но очень интересный собеседник. Или ты с человеком вместе чему-то учишься, и вы ведете беседы об этой учебе, да? Карта явно показывает, что еще нет доверия друг к другу. Человек смотрит на вас, он вас изучает, но этот человек еще не доверяет вам. Но это обязательно интересный человек, с которым можно пообщаться, и вы чему-то будете учиться, как у него, так и просто в жизни. Познавать какую-то науку, читать, что-то изучать. Давайте смотреть дальше. Кто не уйдет? Кто никогда от вас не уйдет, не хочет уходить, не покинет вас. Естественно, мы все друг друга покинем, сами знаете, да? Но я не про это. Кто не хочет уходить, кто не уйдет, кто останется, да? Десятка жезлов. А вот смотрите, на плечах он все держит, вообще все. То есть это человек, который титанический труд у него. Или титанические усилия в жизни, он все на себе держит. Он как основа. Может быть, даже вашей жизни. Может, он ваши 10 жезлов и держит на себе. Не уйдет тот, кто и не уходит вообще никогда от любимых людей, от своих, да. То есть кто-то считает вас своей. И будет держать до конца на себе, на плечах все трудности ваши, вот этой всей жизни, да. И, соответственно, не уйдет, потому что будет держать до конца, потому что он считает, что он должен это держать на себе. Понимаете, вот в этом тут проблема. То, что человек явно даже не видит, какие жертвы он приносит. Насколько он хочет сделать людям, окружающим добро, и тянет на себе целый воз, да, как говорят. Он берет 10 разных дел и все это держит. Это может быть тяжелая работа, тяжелая жизнь, выплаты. Но человек старается. Он распоряжается, допустим, домом, имуществом, водит машину. Мужчина, скорее всего, да? Но бывает и женщины держат вот так на себе. Титанические усилия прилагают для жизни. И держат на себе всех, заботятся обо всех. И мужчины также бывают. Но у вас человек какой-то не уйдет, который и не собирается, и не может уйти, потому что на нем все держится. Именно на нем все держится, и в вашей жизни в том числе тоже. Поэтому, держитесь из-за такого человека, потому что он настоящий гигант жизненный. Так, смотрим теперь, что от вас не уйдет. Что останется при вас? Туз кубков. От вас не уйдет любовь. Любовь к жизни или любовь к людям, к человеку, может быть, да? Или какое-то творчество не уйдет от вас. Никогда, ни за что. Самое главное, это именно любовь к жизни и любовь к этому миру. Вы очень позитивный, яркий человек.
который желает всем добра и миру добра, и умеет любить искренне, чисто и верно. И это от вас никогда не уйдет, то, что вы вот такой вот интересный человек, который может выражать, в принципе, в жизни свои чувства. У него есть эта способность говорить людям что-то хорошее, делать что-то яркое и подарить этому миру, может быть, какое-то произведение искусства или свою какую-то работы, которые будут радовать человечество. Да? Хорошая карта, конечно. Ой, уронила карты. Извиняюсь. Хорошая карта, конечно же, она показывает именно, когда человек... Почему я уронила карты? О чем вы задумались сейчас? Человек действительно вот любит жизнь, любит жизнь. И я считаю, что, в любом случае, жизнь будет любить вас в ответ, если вы будете выражать любовь к этой жизни и к людям. Ну, вот такая у нас первая позиция, которая закончилась катастрофой моих карт. А мы перейдем к позиции номер 2. Сейчас подниму карты. Ой, ну все. Перейдем ко второй позиции. Наша флюоритовая пирамидка. У нас очень интересный расклад с вами. Напоминаю, кто вы, кто вас любит, кто вас губит, кто вас учит, кто вас мучит, кто вас ждет, кто не уйдет. И также, что вас губит, что вас учит, что вас мучит, что ждет, что не уйдет. Давайте смотреть первую карту. Первая карта – кто вы? На сегодняшний день в каком аркане вас видят высшие силы, да? Вы 7 кубков. Интересно, интересно. 7 кубков – это, по сути, человек, который живет в неких иллюзиях или творческий человек. Вы знаете, если вы живете в иллюзиях, вы можете страдать любыми зависимостями, вплоть до обжорства, да? Или зависимости от человека, например, от алкоголя, наркотиков, все что угодно. По 7 кубков человек может жить в творчестве, то есть полностью поглощен творческим процессом. Допустим, он художник, певец, музыкант, дизайнер, даже дизайнер сайтов, таролог, вот как я, например. Кто угодно, кто занимается любым видом творчества, блогингом, эзотерикой и так далее. То есть, когда нужно постоянно выражать себя, да? Может быть, на сцене, может, вы актер, актриса. Тоже вариант. Либо вы растерялись в выборе, да? То есть, высшие силы видят, что вам предстоит какой-то выбор, но вы никак не можете выбрать, что вам надо, не знаете, куда вам, и растерялись из-за этого. Но вам нужно определиться, иначе вы так и будете стоять в 7 кубков. Карта, естественно, неопределенности, да, то есть когда человек постоянно находится в иллюзиях, фантазиях, в мечтах и в своем творчестве, но очень оторван от реальной жизни. Хорошо, смотрим дальше. Кто вас любит? Вас любит настоящий дьявол. Вы знаете, дьявол – это человек-манипулятор, который хочет держать под контролем всех и вся, который хочет только в своих целях использовать других людей, но дьявол иногда сам попадает. Да? Вот как говорят, сначала ты относился к людям так, а потом взял и попал, и влюбился. Вы знаете, любит человек вас искренне, то есть мы тут спрашиваем только про настоящую, искреннюю, чистую любовь. И дьявол тоже способен на любовь. И он, как ни крути, он же дьявол, да? Он вас любит, но хочет вас контролировать. Уже использовать не хочет, но контролировать хочет обязательно. Это настоящий ревнивец, собственник, человек, который может как-то негативно влиять на вашу жизнь. Может быть женат, замужем, может, быть очень богатый, например, и держать вас под контролем, как в золотой клетке. Но в любом случае характер у человека подавляющий. Он вас любит, это да. Но манипулятор, он навсегда останется самым настоящим дьяволом, манипулятором
И исправить-то это, в принципе, вообще невозможно, нереально, да. И карта показывает также человека, у которого есть иногда зависимости, там алкогольная, наркотическая. Он сам по себе знает, что он губительно влияет на других людей, на окружающих людей, да. Часто дьявол бывает человек с игроманией, там, я не знаю, тот, который издевается над другими, но ничего с собой сделать не может. Он не может из этого порочного круга выйти. Однако любит он вас искренне, да? То есть вот в этом вся суть здесь. Ну, давайте посмотрим дальше. Дьявол бывает даже просто вот знак зодиака, Козерог, например. Ну вот часто такое. И энергетические вампиры часто по дьяволу тоже проходят. Я думаю, вы узнали, наверное, этого человека, кто вас любит. Кто вас губит? Давайте посмотрим. Кто вас губит? Рыцарь кубков. А вот тут вот как раз-таки любой человек, который предлагает вам чувственные удовольствия и свои какие-то знаки внимания, да. То есть, по сути, вас губит любой, кто проявил к вам интересное такое внимание, как к сексуальному объекту. По сути, человек может говорить льстивые вещи, всякие речи, там, не знаю, один раз скажет комплимент, вы уже зависли, залипли, да. Может быть, вам редко уделяют внимание, и как раз-таки человек, который хоть как-то обратил на вас внимание достойное, хоть что-то такое сказал, отметил вас как человека, как сексуальный объект, этот человек сразу же вас губит. Почему? Потому что вы начинаете думать, а что ты на меня внимание обратил, да, и так далее. Но на самом деле главное не залипать, не зависать и не впадать в зависимость от таких людей. Но я думаю, что, может быть, такой человек именно есть, вот как личность в вашей жизни, кто говорит вам что-то о вас хорошее или предлагает свою любовь, предлагает свои чувства в виде кубка, да, или предлагает свою компанию, разговоры, общение. Так вот, именно этот человек вас и губит, по сути. Тот, кто ухаживает за вами, кто бегает за вами тоже, да. То есть вот такой вариант возможен здесь. И чаще всего рыцарь кубков – это мужчина. Может быть, вы мужчина, тогда какой-то мужчина предлагает вам выпить. Этим вот вас и губит. Тоже вариант, тоже вариант. Что вас губит? Смотрим, что вас губит. Тройка мечей. Вас губит обида. Вот вы знаете, такое тоже часто с людьми бывает, что они залипают на своих обидах. Они обижены на кого-то, на судьбу, на эту жизнь, на человека, который разбил им сердце. И, ну, конечно, это губит. Почему? Потому что тебе бы вроде как развиваться, делать что-то, не думать о плохих вещах, а ты постоянно... У тебя есть психологическая травма, да, и ты думаешь о плохих вещах, и ты не можешь выйти из негативного мышления, из обиды на судьбу, на жизнь и так далее. Вас губит именно обида, внутренняя сердечная обида, психологическая травма. Вы этим себе портите жизнь. Я не говорю, что вы этим себя прям убиваете, но портите себе жизнь. Если вы это отпустите, перестанете обвинять себя, других, перестанете обижаться, я думаю, что ваша жизнь явно изменится к лучшему. Кто вас учит в жизни? Кто вас учит? Дурак, шут. Вас учит кто-то непосредственный. Может, это ваш ребенок. Не всегда мы учим своих детей. Иногда они учат нас. А бывает это взаимно, да? Бывает, что нужно поучиться у своего ребенка чему-то, легкости или наоборот, сообразительности, ответственности иногда увлеченности чему-то. То есть бывает чем-то увлеченности, да, бывает такое, что наоборот ребенок тебя чему-то учит. Бывает это непосредственный легкий человек, которого ты считаешь дураком или считаешь шутом гороховым. Вот у него и поучись. Он именно тебя и учит этой легкости, жизненной какой-то активности, бросаться в приключения, не бояться поездов, самолетов, машин, не бояться новых людей, да. Посмотри на кого-то, как он летает, как он знакомится, как он легко общается, легко заводит знакомства, легко дружит. Посмотри на этого человека из окружающих. Есть у тебя кто-то, кто тебя учит.
Просто научись у него этому. Научись у шута, да, тому, чтобы быть непосредственным. Иногда в жизни нужно быть непосредственным и легким, как ребенок. Почему? Потому что слишком уж ты нагнетаешь обстановку. Слишком уж ты впечатляешься какими-то негативными вещами, и потом уже никому никогда не доверяешь и боишься ожечься, да. Когда ты боишься ожечься, ты все сильнее и сильнее закрываешь свою раковину. Давайте посмотрим, что вас учит. Восьмерка мечей. Вас учит самоограничением. Вот смотрите, когда вы слепы к своим заслугам, победам и очень сильно, наоборот, впечатлены своими ограничениями, это вас учит чему? Чтобы научиться снимать с себя ограничения. То есть любая обстановка, где вы зависимы, ограничены, где вы не можете развиваться, учит вас тому, что развиваться нужно в любое удобное время. Вы знаете, бывает такое, что ты становишься сильнее от испытаний. Испытания учат именно вас тому, что нужно любить жизнь, да? Когда обстоятельства начинают давлеть над вами, когда вы считаете себя жертвой обстоятельств, когда вы чувствуете, что вы ограничены, вы сразу же учитесь быть свободным. Да, действительно, нужно научиться в этой жизни снимать ограничения с себя и становиться самостоятельным, становиться тем, кто борется, а не сидит на месте. Вас жизнь учит борьбе, потому что если вы не попадаете в сложные условия, обстоятельства, давления на вас, вы не развиваетесь. Как только вы попадаете в сложные обстоятельства, где все против вас, вы начинаете драться, сражаться, да, и развиваетесь. Очень хорошая карта в этой ситуации. Кто вас мучит? Давайте посмотрим, кто вас на сегодняшний день мучит. Императрица. Какая-то женщина вас мучает. Возможно, она старше вас, возможно, она мудрее вас, и у нее больше полномочий. Может, это ваша начальница, может, это ваша мама, может, это ваша бабушка, может, это ваша тетя, да? Или какая-то просто женщина, которая против вас. Бывают женщины, там, жена вашего любимого, да, например, или женщина-свекровь, там, да, которая не хочет, чтобы вы просто жили счастливо, которая против вас. Вот какая-то женщина вас явно мучит, она не хочет, чтобы вы жили хорошо. Бывает такое, что у нас есть враг в виде женщины, и он мучает нас, он пытается нам строить козни. Вот. Может быть, просто женщина вас мучит тем, что она болеет. Иногда мы страдаем из-за своих окружающих, которые болеют, и мучаемся из-за этого, переживаем за них. Может, у какой-то женщины что-то случилось из вашего окружения. Вы настолько сильно переживаете, что вас это мучает. Такой тоже вариант по императрице вполне возможен. Смотрим, что вас мучает. Что вас мучает. Восьмерка кубков. Вас мучает тот факт, что вам надо откуда-то уходить, собирать котомки и уматывать, да? Иногда нужно совершать переход в новое, но вы боитесь оставить старое, оставить прошлое за спиной, и это вас очень мучает. Вы переживаете, вы начинаете страдать из-за этого. Вы мучаетесь от того, что вы прямо сейчас, может быть, не можете куда-то переехать или перейти, но эта перспектива сама по себе есть на сегодняшний день этого перехода. Вас мучает ваша рутина болота, с одной стороны, а с другой стороны, когда вы переходите куда-то, переезжаете, уезжаете, идете на другую работу, вы испытываете дикий стресс. Даже когда, ну, допустим, бывает по восьмерке кубков развод, да, это еще больше мучает. То есть сама перспектива ухода, она мучает вас, но она должна произойти. Этот случай, да, в вашей жизни, это событие должно произойти. И вы знаете, что из болота пора уходить, но вас это мучает. Давайте посмотрим, кто вас ждет. Кто вас ждет? Двойка кубков. Ну, вас ждет кто-то, кто любит вас. Причем любит-то взаимно, да, и вот ждет. Ждет, когда же вы, там, не знаю, освободитесь от чего-то, или придете к нему,
или вы помиритесь, или вы просто будете ближе друг к другу, или он просто всегда вас ждет, куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали. Взаимная любовь здесь падает. Двойка кубков — это ваша вторая половинка, это ваш любимый человек. Может, этот человек еще не появился, взаимной любви именно нет, и тогда вас ждет встреча с тем, кто будет любить вас взаимно с вами. Но этот человек уже вас как бы ждет, да, на пороге, как говорят. Теперь посмотрим, что вас ждет, ваше будущее. Что вас ждет? Шестерка жезлов, победа. Вас ждет настоящая победа. Вас ждет, что вы будете возглавлять кого-то, что-то, как предводитель отряда, да? Вас ждет власть и завоевание. Вы знаете, бывает такое, что ты начинаешь завоевывать лидерские позиции, где бы то ни было, в чем бы то ни было, становишься настоящим, там, не знаю, начальником, руководителем или просто лидером, тем, кто возглавляет верхнюю строчку, да? Кто стал настоящим победителем в любом соревновании, что жизненном, что спортивном, или в любой игре, да. Конечно, эта карта показывает победу над трудностями, над обстоятельствами, может быть, победу над болезнью или каким-то тяжелым случаем в вашей жизни, там, долгами, например, победу над долгами. Но станете вы победителем в скором времени 100%, то есть вас ждет эта победа. И вы будете настоящим триумфатором. Вот я победитель, я смог это сделать, да. Кто не уйдет? Кто никогда вас не бросит, да, кто не уйдет. Верховная жрица. Ну, это какая-то женщина, которая благословляет вас и которая очень умная, у нее есть целый багаж знаний, жизненного опыта. И этот человек от вас не уйдет, он вас не бросит, будет поддерживать всегда. Жрица, бывает, это тайная женщина, а бывает женщина просто, которая знает тайну. Кто-то знает ваши тайны и секреты, да? Кто-то знает о вас больше, чем вы, может быть, даже сами. Кто-то умный, кто-то мудрый, умудренный опытом. Может быть, это какая-то старая женщина, может быть, это ваша мама, может быть, это человек, который с вами дружит уже давно, да? Для мужчины это может быть вполне любимая женщина или женщина, которая тайно его любит. Но в любом случае не уйдет, не бросит, не оставит. Какая-то женщина вас никогда не предаст. Вот. Иногда жрица даже показывает дух. Ну, то есть умерший дух, который будет все равно рядом с вами стоять и вас охранять. Бывает и такое. Но это женский дух. Что от вас не уйдет? Что при вас остается, да? Пятерка жезлов. Это дух борьбы. То есть вы, несмотря на то, что устали, несмотря на тяжелые обстоятельства жизни, никогда не сдадитесь. Вы будете бороться всегда за свое, отстаивать свое мнение, отстаивать свою жизнь. Вы будете бороться до конца, даже если выдохлись полностью. И вот это от вас никогда не уйдет, ваша борьба. Вы всегда будете конкурентоспособны, вы всегда будете конкурировать, вы всегда будете стараться побеждать, занимать лидерские позиции. Даже если вам очень плохо, даже если вы болеете, устали, даже если у вас уже нет никакой силы, вы все равно будете стараться идти вперед. Вот есть у вас такое дух победы, дух сражения, дух противоречия, может быть. Будете всегда, там, не знаю, с пеной у рта доказывать свое, потому что у вас есть вот свое мнение. Ну, такая позиция номер 2 у нас с вами. А мы переходим к позиции номер 3. Позиции номер 3. Наш лабрадорит замечательный. У нас с вами расклад называется «Кто вы?», «Кто вас любит?», «Кто вас губит?», «Кто вас учит?», «Кто вас мучит?», «Кто вас ждет?», «Кто не уйдет?». И также «Что вас губит?», «Что вас учит?», «Что вас мучит?», «Что ждет?» и «Что не уйдет?». И первая карта «Кто вы?», в каком аркане вас видят сегодня высшие силы. Девятка пентаклей. Ну, девятка пентаклей – это человек самодостаточный, у которого в жизни все есть, особенно есть его, там, не знаю, благосостояние, зона комфорта, его, может быть, какие-то достижения, да, в жизни. Вы духовно развитый человек, у вас уже можно даже поучиться, да. Вы достигли того момента, когда духовное даже превосходит материальное для вас. Вы не ставите материальное превыше всего, но вы готовы жить в достатке и открываться достатку, у вас нет проблем
с тем, чтобы воспринимать правильно финансы и воспринимать правильно жизненные, там, не знаю, богатство, благосостояние. Вы готовы принять энергию изобилия в свою жизнь. И более того, вы очень добрый, приятный человек для общения. Многие люди вас считают хорошим человеком и к вам тянутся. То есть этого у вас не отнять. Хороший характер, да? Вы процветающий человек, у которого, возможно, есть стиль, лоск внешний. Многие восхищаются вашей внешностью, вашим стилем. Ну, в любом случае, высшие силы видят вас очень стабильным кем-то, но есть небольшие программы одиночества. То есть вы любите уходить в себя. Кто вас любит? Давайте смотреть, кто вас любит. Двойка пентаклей. Человек очень многого добившийся в жизни в плане профессионализма. То есть жонглер, он и есть жонглер, вы сами знаете, кто такая двойка пентаклей. Это кто-то, кто чему-то научился до такой степени, что людям кажется, что он это делает естественным путем, что родился и сразу это умел. Да? Двойка пентаклей не любит людям рассказывать о своих проблемах, но любит смеяться, радоваться, веселиться и показывать себя. Это очень коммуникабельный человек, яркий, любящий играть с людьми. Часто может устраивать качели людям, да, особенно эмоциональные, не дающие людям определенности. То есть и вам сейчас этот человек может не давать определенности в жизни, но он любит вас искренне. Легкий человек, глумливый, веселый, смешной, умеющий так поднять бровь харизматично и сверкнуть глазом. Но в любом случае двойка пентаклей – это позитивчик. Но иногда с ними сложно. Тем, что ты не знаешь, что у человека на душе, на уме. Он может казаться открытым, но это не так. То есть ты не поймешь его душу так быстро, он не откроется тебе, потому что он не привык рассказывать о чем-то плохом. Он не хочет открывать свои проблемы и трудности. И ты не чувствуешь доверия к такому человеку именно поэтому. Потому что о хорошем он рассказал, о плохом не рассказал, и ты не знаешь, чего ждать от такого человека. Но он вас искренне любит. Кто вас губит? Звезда. Карта звезда показывает очень эгоистичного человека, который сам себя обожает прям. Это настолько эгоист, но настолько красивый, допустим, эгоист, красивая эгоистка. Это человек-звезда. Это значит, что он может быть известным, популярным, светской такой богемной личностью или просто очень талантливым человеком, но истеричным, эгоцентричным. И, соответственно, когда вы смотрите на него, вы, с одной стороны, восхищаетесь, а с другой стороны, он вас губит тем, что вы можете там душу за него продать, да, а он вам в ответ ничего, совершенно ничего. Вот если у вас есть такой человек в окружении, сразу узнаете его, да. Если нету, то можете встретить такого человека, и тогда сразу знаете, что не рискуйте ради него ничем и не давайте ему ничего, потому что он вам не ответит. Он эгоистичен. Он в ответ восхищаться не будет. Что вас губит? Давайте посмотрим. Карта смерть. Вас губит кризис от того, что вы теряете, или от того, что вы покидаете. Вы знаете, бывает такое, что ты оплакиваешь какие-то события своей жизни, оставленное там имущество, разводы, расставания, увольнения. То есть то, что ты покинул, ты слишком долго оплакиваешь или чью-то смерть. И это тебя губит, потому что ты не живешь нормально, а ты только оплакиваешь прошлое. Оплакиваешь то, что тебе пришлось оставить. Смерть – это карта очень резкая. Она говорит, что неожиданно от тебя что-то ушло или кто-то ушел. И ты не можешь с этим расстаться мысленно, хотя это ушло. Ты это не вернешь. И ты не можешь смириться с этим. То есть вы не можете с чем-то смириться, с какой-то потерей. Иногда потери бывают глобальные. И мы действительно не можем отпустить. Мы действительно не можем смириться с этим, что кто-то ушел, что-то ушло. Но это ушло. Уже не вернешь. Все. Вам нужно жить дальше. Вам нужно справиться с собой и жить дальше. Ведь жизнь вам дана один раз. Вы не сможете вернуть уже потом и свою жизнь.
свое потраченное время. Зачем вам это надо? Постарайтесь перестать жалеть о прошлом. И кто бы ни ушел из вашей жизни или что бы ни ушло, перестаньте жалеть, потому что это не вернешь. Ты не сможешь вернуться в прошлое. Все. И поставьте уже точку на этом прошлом. И идите дальше. Даже если вы потеряли самое дорогое. На самом деле это просто испытание. На самом деле мир состоит именно из вас. Если вас не будет, мира точно не будет. Для вас точно не будет. Кто вас учит? 4 жезлов. Вас учит какой-то очень зажиточный, стабильный человек. Ровный, очень ровный, умеющий радоваться жизни. Человек этот, скорее всего, имеет свой дом или квартиру, возможно, семью, окружающих. И этот человек, он умеет радоваться даже мелочам. На самом деле есть такие люди, которые могут быть стабильными, несмотря на жизненные неурядицы и потери. Вам есть чему у такого человека поучиться, потому что человек мог пройти кучу испытаний, даже близко вы рядом не стояли с такими испытаниями, но он остается стабилен. У него остается его дом, его семья, и люди, которые его окружают, ему дороги. Даже если он потерял часть из них, он знает, что остались другие. И им нужно посвятить свое время. Вот, допустим, представим, что у вас есть дети. Если вы потеряли своего мужа, представим, что вы развелись, но дети-то у вас есть, обратите на них внимание, обратите внимание на ваш дом. Вы должны поучиться у этого человека тому, чтобы отдать себя тогда этим детям. Кто-то нуждается в вас. И вы не можете позволить себе сгубиться от того, что вы что-то или кого-то потеряли. Вы должны обратить внимание на то, что в вас нуждаются. И отдать себя, потому что это ваш долг. И будете счастливы от этого, потому что забудете о своих проблемах. Поучитесь у окружающих. У вас есть рядом человек, пример, который тоже терял и гораздо больше, чем вы, но остается стабильным. Что вас учит? Император. Какой-то мужчина вас учит. Кстати, 4. Вот смотрите, кто вас учит? 4. Что вас учит? 4. Император – это мужчина властный, с лидерскими качествами, стоящий у руля в жизни или богатый. Он вас, получается, учит тоже человек, да? Вот мы смотрим, человек, кто вас учит и что вас учит, опять же, человек. Своим примером, своим, может быть, своей стабильностью жизненной, да? Своей стойкостью, умением руководить человек вас учит. Но это может быть и качество. То есть, что вас учит? Умение управлять. Быть властным, быть у руля и возглавлять, да? Что вас учит? Трон. То есть, когда ты, как глава государства, в ответе не только за себя, а и за тех, кто у тебя в управлении находится. То есть, когда ты император, ты не имеешь права страдать. Ты не имеешь права страдать, да? Потому что у тебя есть твоя империя. И все твои подданные нуждаются в тебе. Значит, это может быть не мужчина учит, а качество, да? Качество этого мужчины, этого императора. И если у вас есть в подчинении хотя бы группа из 2-3 лиц, знайте, что вам придется посвятить себя этим людям и быть счастливым, потому что эти люди зависят от вас. Значит, вы нужны этому миру. Смотрим дальше. Кто вас мучит? Отшельник. Какой-то одинокий человек, у которого одиночество сквозит во всем. Этот человек остался один, и он вас мучает. Может быть, как раз-таки мучает тем, что вы оставили этого человека в одиночестве. Такое бывает иногда по стечению обстоятельств. Вы ни в чем не виноваты. Вы обвиняете себя за то, что этот человек одинок. Но это выбор этого человека. У него своя жизнь тоже есть. Есть своя голова на плечах, у него своя карма. Он прошел какой-то жизненный путь. И он остался один. Да, это так, но вы не виноваты. Даже если вы, очевидно, вам кажется, что виноваты, на самом деле у Бога есть руки, и этими руками Он направляет ваш путь. И значит, так было нужно дать этому человеку одиночество по велению Бога. Посвящайте все свои действия каждый день Богу. И вы будете знать, что если вы кого-то оставили одного, значит, так это нужно. Понимаете? Значит, так было нужно для этого человека. Бог так решил. Не обвиняйте себя за это. Но вас мучает именно чье-то одиночество.
То есть кто-то одинокий, да, вас мучает, кто-то одинокий. Что вас мучает? Девятка мечей. Чувство стыда, раскаяния, самобичевания, самообвинения, сожаления о прошлом. Вы не можете выйти из своей депрессии. Она вас измучила. Вы обвиняете себя, может быть, мучаетесь кошмарами, страхами, паническими атаками, неврозом. Все это происходит из одного. Человек себя обвиняет за то, что у него нет тех достижений, которые от него требовали. Он сам или окружающие, чаще всего окружающие. Он считает, что он потерял время, он выглядит не так, он не так одет, он не того добился, но это неправда. У вас есть ваш единый путь, он уникален, вы его повторить уже никогда не сможете, вернуться назад тоже, и будьте благодарны за каждую секунду своей жизни. Если вы не будете благодарны, вы не сможете быть счастливым. Будьте благодарны себе за то, что приобрели определенный опыт. Я все время рассказываю одну и ту же историю, что у меня был случай в жизни, о котором я жалела много лет. Много лет я совершила это и жалела много лет. Каждый день я изводила себя. Я не могла спать нормально, я не могла жить нормально. И однажды меня спрашивают, вот ты жалеешь об этом, как ты считаешь, ты совершила такой поступок и жалеешь об этом, ты совершишь его еще раз? Я говорю, я столько лет жалела об этом, чтобы совершить это еще раз. Нет, конечно, я никогда этого не совершу. Вот для этого и нужен был этот поступок. Чтобы твоя душа приобрела этот опыт, что никогда, ни в одной жизни следующей, ни в этой жизни, ни в следующей ты не совершишь этот поступок никогда. Никогда, 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 никогда. Именно для этого он и нужен был. Один раз совершив это и пожалев об этом, вы навсегда это запоминаете, и ваша душа об этом помнит. Рождаясь потом хоть 1000 раз, вы этого не сделаете. В этом польза. Не жалейте никогда о прошлом. Оно было полезно для вас. Один раз приобретя такой опыт, вы навсегда его запоминаете. И знайте, что вы принесли этим пользу. А вдруг бы вы не пожалели об этом и совершали бы эту ошибку снова. Сколько бы вреда вы нанесли тогда? Понимаете? А раз вы пожалели об этом, это была польза. Но больше не жалейте, отпустите. Потому что вы знаете, я этого больше не совершу. Все. Кто вас ждет? Давайте посмотрим, кто вас ждет. Какой человек вас ждет. Пятерка мечей. Тот, с кем вы очень сильно поссорились. Видите, он теперь как на виселицу идет, да, может, этого человека, правда, арестовали, казнят, ну, как говорят, да, приносят ему обвинение какое-то, вменяют обвинение, да, может быть, с этим человеком просто поссорились, он сам себя настолько обвиняет, что ждет вас, когда вы сможете помириться друг с другом, наладить отношения, и будет хоть какой-то шанс для этого. То есть, кто вас ждет, с кем вы сильно поссорились или кого в чем-то обвиняют, как арестанта, да? Что вас ждет в ближайшем будущем? Вообще, что вас ждет? Да? Иерофант. Состояние такое в жизни, когда вас очень сильно уважают, ценят как специалиста или как гуру, да, может быть, учителя для многих. Может быть, вы будете что-то преподавать, может быть, вы что-то будете рассказывать людям, там, не знаю, читать проповедь, да, как говорят. Может быть, вы будете руководить кем-то, но не ради денег. То есть, что вас ждет? Работа не ради денег или занятость не ради денег, а ради идеи, ради того, чтобы людям принести что-то хорошее, светлое. Также, может быть, иерофант – это общение с учителем, с кем-то очень важным, высокопоставленным, с тем, кто работает не ради денег, а ради того, чтобы сделать людям хорошо. И вот это вот событие для вас, оно ожидает вас просто в ближайшем будущем, что вы пообщаетесь с таким великим человеком, известным многим, или найдете своего жизненного учителя. Иерофант показывает официальный брак. Может быть, вас ждет официальный брак в скором времени. Такое тоже проигрывается часто по иерофанту. А также работа в государственном учреждении или крупной фирме. Ну, где есть, вот, допустим, дресс-код, там, да, какая-то определенная общая политика и так далее. Где есть вот такой возглавляющий иерофант. Кто не уйдет? Кто вас никогда не бросит? Рыцарь Пентаклей. Человек, мужчина, скорее всего, очень надежный, честный человек, нерасторопный, практичный, не романтичный, простой,
но при этом работящий. Он никогда вас не бросит, не оставит, не предаст. Может быть, этого человека вы еще не встретили, может быть, он у вас уже есть. Но это вот такой вот очень спокойный, уравновешенный, вот прям ровный такой медлительный человек, который все делает с мыслью наперед. Ну вот что, мол, вот будет в будущем, да, там, не знаю, у меня квартира, а сейчас я на нее коплю, зарабатываю. То есть вот очень такой вот человек, прям просчитывающий свои ходы наперед и старающийся обеспечить все для других, для окружающих, для тех, за кого он отвечает. Вот он вас никогда не бросит, он за вас отвечает, мол. Давайте смотреть следующую карту. Что от вас никогда не уйдет? 6 пентаклей. Во-первых, от вас никогда не уйдет помощь окружающих, поддержка окружающих. То есть есть люди, ряд людей, которые вас никогда не бросят и будут просто поддерживать. Это, во-первых. А во-вторых, ваше человеколюбие никогда не уйдет от вас. Весы, да, баланс между добром и злом, между умом и чувствами, да, интуицией, между тем, чтобы помочь другим и самому получить удовольствие. Вы любите людей, вы будете заниматься благотворительностью всегда, вы будете стараться помочь, вы будете стараться отогреть, и это от вас никогда не уйдет, то, что вы умеете другим помогать, кто нуждается сейчас. Ну вот такая у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал и лайв, а также канал Школа Таро Альвиен и канал Гадания, Заговоры, Ритуалы Карина. Всем пока, до новых встреч. Я жду ваших комментариев по этому видео.